Сейчас здесь непривычно пусто, но это временно. В детской поликлинике готовятся к дополнительному этапу общей иммунизации, который стартует 27 февраля. Он необходим, чтобы создать в регионе твердый коллективный иммунитет. Все необходимое уже закупили. Медики говорят, вакцинации нужно охватить 95%. Тогда есть уверенность, что у детей будет защита от самых тяжелых инфекций. Современные препараты способны защитить и предостеречь сразу от нескольких заболеваний. Иммунопрофилактика проводится для чего? Для того, чтобы ввести в организм здорового человека вакцину, которого впоследствии чего организм вырабатывает иммунитет к данному заболеванию. И в дальнейшем, когда организм уже встречается с данным заболеванием извне, он уже подготовлен и знаком с данным инфекционным заболеванием и знает, как ему уже его нивелировать и работать, получается, против данного инфекционного заболевания. Обезопасить себя от вирусов сейчас, чтобы сформировать иммунитет на потом. Первые прививки новорожденному делают еще в больнице от гепатита против туберкулеза БЦЖ. Это поможет избежать возникновения в будущем вспышек и эпидемий различных болезней. Если говорить о коклюше, дифтерии, столбняке, о полиомиелите, то, что сейчас очень актуально у нас, полиомиелит, эти вакцинации проводят в 3 месяца, 4,5, 6, 18, 20 месяцев, 6 лет, если говорить о полиомиелите, а коклюш, дифтерия, столбняк, также первые 3-4,5-6 месяцев, 18, 6 лет и 14 лет. А если говорить о статистике, почти полгода мы проводим почищающую иммунизацию против полиомиелита начали. У нас подлежало 4918 детей до 5 лет, если говорить. Выполнили мы 2536. Врачи поясняют, прививка не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче, благодаря выработанному иммунитету. Кстати, чаще всего именно дети становятся переносчиками инфекций, поэтому рисковать нельзя. Что же касается осложнений после вакцинации, их просто нет. После прививки может наблюдаться повышение субфебрильной температуры, может быть уплотнение или покраснение в области инъекции, головокружение, слабость. Это не является осложнением после инъекции, это нормально, но может продолжаться только в течение 3-5 дней. Если дольше, то надо обращаться к врачу-терапевту для осмотра. За последние полгода в городской поликлинике вакцинировались 95% взрослого населения, среди которых были и привитые от коронавирусной инфекции, порядка 20 тысяч человек. Несмотря на все исследования и статистику заболеваемости ВОЗ, мнения многих жителей республики касательно прививок разнятся. Я не стала делать прививку, потому что нужно сначала обследовать своего ребенка, и когда уже будет ясно, что он абсолютно здоров, я тогда соглашусь на прививку, особенно от полиомиелита. Сомнений по поводу необходимости иммунизации быть не должно, когда речь идет о безопасности здоровья населения. Пройти вакцинацию можно в любом медучреждении региона. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.